Мы буквально последние полгода, наверное, в России ведем речь о бедности. И президент страны Путин поднял этот вопрос, что в России главная проблема – это бедность населения. На сегодняшний день Якутия является лидером по бедности в Российской Федерации. Почти 24% населения проживает ниже прожиточного минимума, это только по официальным статистическим данным. А где же эта бедность кроется? Смотрим, на улицах все на джипах ездят, все хорошо. А на самом деле бедность, она в селе. Почему бедность сконцентрировалась в якутском селе? Да потому что там просто нет денег. Там есть люди, которые хотят работать, которые могут работать, которые рожают детей, хотят, чтобы в их селе работала школа, хотят, чтобы в их селе было фельдшерско-акушерский пункт, больница. Они этого хотят. Ну а что делать, если в деревне денег просто физически, теоретически нет? А как могут деньги в деревню попасть? Могут попасть только в результате целенаправленной государственной политики, выделения денежных средств. Вот Иван Петрович Пономарев не даст соврать, я работал 15 лет назад, уже больше 15 лет прошло, как я работал министром финансов. Как бы ни был тяжел наш бюджет, в стране был дефолт, еле-еле справлялись с платежами за коммунальные хозяйства, но тем не менее мы находили от 12 до 13% государственного бюджета отдавали на финансирование сельского хозяйства, понимая о том, что существенная часть населения республики живет и работает и держится за село. Прошло 15 лет, что же произошло? Сегодня бюджет республики составляет 220 миллиардов рублей. 220 миллиардов. И всего лишь 10 миллиардов, менее 4,5% выделяется на государственную поддержку села. Да, и при этом из 10 миллиардов рублей, вы только вдумайтесь, вы думаете, что эти 10 миллиардов рублей доходят до сельчан? Вы глубоко ошибаетесь. Реально в виде субсидий на молоко из 10 миллиардов доходит 2 миллиарда 700 миллионов рублей. 2 миллиарда 700 миллионов рублей – это на 30 тысяч работающих на селе. Сегодня фонд оплаты труда какого-нибудь промышленного предприятия, в котором 1500 человек работает, гораздо больше годовой фонд оплаты труда. И когда мы говорим, уже переходим на такие вещи, как понятие себестоимость, реальность.